Есть мнение, что в России государство давлеет над индивидом, и заявленные планы правительства по повышению пенсионного возраста и НДС укрепляют это видение. А представьте, что государств нет. Представили? Экономисты, политологи и даже власти признают, что государства не всегда эффективны, скажем, в вопросах изменения климата. Такие проблемы лучше решать на глобальном уровне. В то же время есть вещи, которые требуют решения на локальном уровне. Вмешательство суда центрального правительства создает напряженность, как это происходит в отношениях Москвы с регионами. Опыт Запада показывает, что многонациональным государствам лучше делиться властью с регионами, как это происходит в Канаде или Бельгии. Сейчас размываются границы, мир становится глобальной деревней. Говори с бабушкой по мессенджеру, находясь в другой точке света. Делись впечатлениями через соцсети со всем миром. Изначально государство возникло как институт насилия. Затем оно взялось за все. Феодальные образования сменились буржуазными, а тех заменили национальные государства. IT-технологии в маленькой Эстонии стали серьезным драйвером роста во всех отраслях. Высокие технологии приносят почти 7% от общего ВВП, а доля IT-продукции в экспорте составляет около 14%. Но ее голос в рамках Евросоюза звучит весомее. Это одна из причин, почему она так охотно вступила в Союз. ЕС может быть воплощением того, чем может стать мир после эры национальных государств. Вертикальная модель управления развитием сойдет на нет. Возникновение горизонтальных проектов в виде сетей городов или регионов и даже неправительственных организаций неизбежно. На примитивном уровне такое уже было до установления Вестфальской системы миропорядка, которая привела к развитию эры национальных государств. В XIX веке во Франции мало кто себя идентифицировал как француза, а до объединения Италии всего 2,5% населения этой страны говорило на стандартизированном итальянском. Чао! Будущая неосредневековая модель предполагает разделение полномочий, множественные идентичности, управляющие институты и размытые границы. Вертикальные модели управления уступят глобальной сети экспертов и управленцев. Это заметно по возникновению форматов Большой Семерки или Двадцатки, которые заставляют ООН потесниться. Новый экономический порядок требует создания различных сетей взаимодействия и тех, кто будет писать правила для их функционирования. Пока эту роль могут выполнить национальные государства, которые таким образом работают на самоликвидацию. Представили, что государств нет?